Делегация юных якутян вернулась из Москвы, где приняла участие в большом празднике Российского детского фонда. Мальчишки и девчонки из России и стран зарубежья посетили столицу в честь Дня защиты детей. Принять участие в этом событии смогли и школьники нашей республики, которые отличились в учебе. Какую программу подготовили для ребят, расскажет Варвара Куличкина. В году Российский детский фонд, возглавляемый писателем Альбертом Лихановым, в 30-й раз устроил праздник более чем для 10 тысяч мальчишек и девчонок из России и стран зарубежья в честь Дня защиты детей. И вот уже в 4-й раз школьники из Якутии становятся его участниками. Поездку юных якутян, среди которых есть дети из приемных, опекунских и многодетных семей, организовал Международный детский фонд «Дети Саха-Азия». «Дети Саха-Азия» – наш любимый фонд. Мы знаем, сколько он сделал и сколько делает. Да здравствует Международный фонд «Дети Саха-Азии» и «Дети Саха-Азии». Вы здесь, дети Саха-Азии? Я очень рад вас видеть. Чтобы попасть в этот замечательный международный проект, детям пришлось потрудиться. В этом году на праздник поехали победители республиканских и городских конкурсов. Такие конкурсы фонд «Дети Саха-Азия» проводит 3-й год, и каждый раз победители награждаются поездкой на праздник Российского детского фонда. Так, пятиклассница Саша Тирская из 23-й школы города Якутска победила в конкурсе чтецов «Поэзия добра». Я участвовала в конкурсе «Дети Саха-Азии» и победила в этом конкурсе. Я очень рада, я очень переживала и волновалась. Наши талантливые ребята познакомили своих сверстников из регионов России и зарубежья с культурой и искусством родного края, сыграли на хомусе, станцевали и спели, продемонстрировали якутские костюмы. 1 июня детей ждали 17 знаменитых московских театров, а якутскую делегацию повели в Большой театр. Ребята посетили Кремль, музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, покатались на речных трамвайчиках, побывали в знаменитом московском зоопарке. Там мы увидели слонов, белых медведей, обезьян, ленивца. И сейчас мы пойдем искать сурикатов и лемуров. В 5 дней пребывания в Москве для детей, многие из которых впервые приехали в столицу России. Я хочу сказать огромное спасибо детскому фонду «Дети Саха-Азии» за эти неизгладимые впечатления, которые я никогда не забуду. Девиз Российского детского фонда «Ни дня без добрых дел» применим и к этому замечательному празднику детства, который проводится для тысяч и тысяч детей уже 30 лет. Отрадно, что участие в нем школьников из республики становится доброй традицией. Варвара Куличкина, Ольга Черненко, НВК «Саха».